Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Правительство утвердило исполнение госбюджета. В заседании принял участие президент. Все пункты пропуска, кроме главного Ингурского, закрыты. Специальный репортаж программы с абхазо-грузинской границы. Первый день рождения без него. Сегодня Фазилию Искандеру исполнилось бы 88. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении государственного бюджета Республики Абхазия за 2016 год. В работе расширенного заседания правительства принял участие президент. В своем выступлении Рауль Хаджимба акцентировал внимание на возможностях пополнения бюджета страны, которые еще не задействованы в полной мере, а также в вопросе исполнительской дисциплины. Репортаж Симы Эргун. Бюджет – это основной финансовый документ страны, отражающий социально-экономические ориентиры развития. И состоит он из доходной и расходной частей. И, конечно же, бюджет Абхазии зависит как от экономических показателей, так и от исполнения инвестпрограммы. Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал о показателях социально-экономического развития республики. На долю торговли все еще приходится большая часть выпуска. Это 57%. На втором месте у нас 11% это показатели по промышленности. Здесь совокупный объем составил 5,4 миллиарда рублей. Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что этот показатель, конечно, для нас имеет большое значение. И если сравнивать, допустим, показатели промышленного производства с 2014 годом, то доля промышленности в 2014 году была всего 7,3%. И в совокупных цифрах это было 2,8 миллиарда рублей. То есть рост за этот период составил практически в 2 раза. За счет чего это происходит? За счет того, что у нас интенсивно увеличивается экспорт, экспортоориентированное производство. Это винодельческое производство в первую очередь. Рыбопереработка, предприятия расширяются, предприятия увеличивают объемы производства. И подключаются новые уж небольшие производства, которые реализуются по тем или иным программам или за счет частных инвестиций. Бюджет исполнен на 97%, подчеркнул вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков в своем выступлении. Вся доходная часть бюджета состоит из собственных доходов, помощи из Российской Федерации на текущее финансирование и на бюджетные инвестиции. По словам Серикова, внешнеэкономическая деятельность выступает главным источником доходов. Таможенные сборы и пошлины, как экспорт, так и импорт, составляют 28% от всех собственных доходов. Глава Минфина также обратил внимание и на расходную часть бюджета, и на что она направлена. Российская помощь состоит из 2 частей. Это текущее финансирование государства и бюджетные инвестиции. Вот если убрать бюджетные инвестиции, которые идут только на стройку и не идут на финансирование наших текущих расходов государства, то в 2016 году мы впервые перешли порог 50%, и мы на 50,1% свою текущую деятельность начали финансировать самостоятельно. В 2017 году при планировании бюджета этот показатель продолжает расти, и главным образом это происходит за счет роста собственных доходов бюджета. Динамика роста собственной доходной части бюджета должна наращиваться, отметил в своей речи президент. Рауль Хаджимба убежден, что для этого действующая система налогообложения должна претерпеть серьезные изменения. Необходимо интенсифицировать начатый процесс реформирования бюджетного устройства и процесса. Несмотря на все трудности, социально значимые обязательства государством были выполнены, отметил президент. В ближайшее время все усилия должны быть направлены на развитие деловой активности, создание условий для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса. В то же время Рауль Хаджимба обратил внимание и на слабую работу в вопросах администрирования налогов. Наши бюджетные возможности следует улучшать не путем повышения налогов, а их полным взиманием и недопущением использования коррупционных схем, а также путем повышения эффективности бюджетных расходов. К сожалению, пока в этом направлении мы можем мало о чем сказать. В этой части, я еще раз говорю, мы далеки от совершенства. Хотя уже существующая система казначейства позволяет осуществлять контроль за использованием финансовых средств. По многим видам налогов мы не добираем значительных сумм, что в общей цифре составляет порядка 243 миллионов рублей.
Правительство должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятию мер по ликвидации таких задолженностей. Глава государства считает, что в целом по исполнению бюджета сделано немало, но для его увеличения нужно использовать все возможности республики. Члены правительства единогласно утвердили бюджет за 2016 год. Далее этот финансовый документ будет представлен парламенту. В повестке дня заседания значились и вопросы исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов за прошлый год. О работе отчитались Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд репатриации, а также дорожный и пенсионный фонды. Также была утверждена ведомственная целевая программа инвестиций в человеческий капитал-2017, начинающие предприниматели и государственные служащие в сфере экономики, и ведомственная среднесрочная целевая программа поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы. Решением правительства Зураб Барцис назначен главным судебным исполнителем Республики Абхазия. Сима Аргун, Алексей Агухава, Беслан Джанджолия, Абхазское телевидение. С сегодняшнего дня на абхазо-грузинской границе открыт только один главный пункт пропуска Ингур. Подготовительная работа к этому событию проводилась в течение 2 лет. Руководством страны были выделены немалые средства, чтобы после закрытия постов местные жители могли беспрепятственно добираться до главного пропускного пункта. Подробности в специальном репортаже Ренаты Шакая. После закрытия 2 контрольно-пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе 15 апреля 2016 года незакрытыми оставались еще 2 пункта пропуска в нижней зоне Галского района. Теперь и они закрыты. Согласно решению правительства Абхазии остался только 1 контрольно-пропускной пункт через Ингурский мост. Вот этот небольшой мостик и назывался раньше пунктом пропуска на Бакия. С этого дня по нему будет запрещено всякое хождение. По указанию президента Хаджимба, кабинета министров несколько месяцев тому назад было принято решение о закрытии этих пропускных пунктов от Абая и на Бакеви. И вчера был последний день работы этих пунктов. Остается единственный пункт пропуска – это КПП Ингур, где исторически всегда можно было переходить с Абхазии в Грузию. Эти пункты, кроме вреда, нашей независимости не принесли. Здесь и собрались жители, у которых возникли вопросы по этому поводу. Вместе с ними были и наблюдатели из Евросоюза. Состоялся откровенный разговор. По словам вице-премьера, министра внутренних дел Аслана Кубахи, вопрос отмены закрытия пропускных пунктов не обсуждается. 2-й пропускной пункт от Абая также закрыт и в ближайшее время будет демонтирован. Мост будет демонтирован, он и не должен быть здесь. И если мы хотим защитить нашу государственность, мы должны границу привести в порядок. Наш стратегический партнер сегодня с нами. Мы должны воспользоваться, это вечно тоже не может быть, в плане укрепления нашей государственности. Укрепление границы – это укрепление нашей государственности. Если кто-то считает, что абхазскую государственность можно укрепить, открыв пункты пропуска с врагом, то он глубоко ошибся. Этого делать было нельзя, и впредь никогда нельзя этого делать. По словам местных жителей, им сложно добираться до контрольно-пропускного пункта Ингур. Они утверждают, что дорога занимает от 15 до 30 минут, а потом еще 800 метров пешеходного перехода по Ингурскому мосту на грузинскую сторону. Для удобства местных жителей была заасфальтирована дорога, ведущая к Ингурскому мосту через нижнюю зону. Ее протяженность 28 километров. Раньше, чтобы преодолеть это расстояние, даже на автотранспорте понадобилось бы больше 2 часов из-за того, что дорожное покрытие пришло в негодность. Из российской инвестпрограммы была выделена сумма в 153 миллиона рублей, и летом 2016 года дорога была отремонтирована. Кроме того, по поручению президента Рауля Хаджимба администрация Галского района изыскала средства для улучшения транспортной инфраструктуры. Был запущен дополнительный автобусный маршрут до КПП Ингур. Теперь в каждом селе Галского района курсируют автобусы. И добираться до КПП Ингур жителям не составляет труда. Никаких изменений нету по переходу между Абхазией и Грузией. Исторический переход между Абхазией и Грузией был по реке Ингур.
И вот там будет. Мы не напрасно, абхазская власть около 150 миллионов потратила, чтобы эту дорогу сделать, чтобы людям было удобно. Хотя закрыть это давно вынашивалось, но для того мы тянули по одной простой причине. Надо было дорогу построить, автобусы, чтобы ходили. 15-20 минут до Ингурского моста спокойно доезжают. По словам Аслана Кубахи, большинство недовольных закрытием контрольно-пропускных пунктов – это те, которые зарабатывали на контрабанде и занимались нелегальным бизнесом. Сегодня все, что делает абхазская власть, понятно даже нашим друзьям. А то порой мы что делали, нашим друзьям тоже было непонятно. А враги, они всегда будут вопить. Это их проблемы, это у нас проблем нету. Тот контрольно-пропускной пункт, который есть, вполне достаточный. Он будет выполнять функцию гуманитарного пропуска, потому что многие действительно, которые живут в Гальском районе, имеют родственников в Грузии. Они могут ездить, но не тогда, когда, как говорится, им в голову это все взбредет, а когда это возможно будет ездить. Потому что они должны потихонечку привыкать, в конце концов, что они живут в независимом абхазском государстве. Есть здесь свои правила игры, которые определяют руководство страны. Одновременно с ремонтом дороги шла реконструкция пропускного пункта Ингур. Увеличено количество пунктов проверки документов. Практически постоянно ведется разъяснительная работа среди населения. Это единственный контрольно-пропускной пункт между государством Грузия и государством Абхазия. Других пунктов нет, уже закрыто, вы сами были свидетелями. Так что, соответственно, здесь надо провести работы для того, чтобы этот пункт был действительно похож на государственный пункт, пропускной пункт. Вокруг территории, вы видите, много пока непорядка. Мы все это соответствие будем проводить. Завтра же будет мной подписано приказ о создании отделения милиции Ингур, который непосредственно будет подчиняться начальнику гальской милиции. Это отделение будет заниматься наведением порядка на приграничной территории. Работы по благоустройству контрольно-пропускного пункта Ингур будут продолжены. Рената Шакай, Беслан Джинджоля, Алхас Воба, Абхазское телевидение. Правительственная делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кови находится с рабочим визитом в столице Боливарианской республики Венесуэла Каракасе. В рамках визита запланирован ряд встреч с официальными лицами и общественными деятелями Венесуэлы и выработка соглашений о сотрудничестве в различных областях межгосударственных отношений. В составе абхазской делегации торгпред Абхазии в России Олег Барцыц, ректор АГУ Олег Угварамия и другие. 6 марта – день рождения Фазиля Искандера, блистательному классику, автору Сандро из Чегема. Созвездие Козлатура и других известнейших произведений исполнилось бы 88 лет. Сегодня вечер памяти нашего знаменитого соотечественника прошел и в Москве. В кинотеатре «Октябрь», где состоялся премьерный показ художественного фильма «Софичка», снятого по одноименной повести писателя. Сухумскому государственному русскому театру драмы присвоено имя Фазиля Искандера. Приказ об этом подписала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия в целях увековечивания памяти Фазиля Искандера сегодня, в день рождения великого писателя. Идею присвоения имени Фазиля Искандера театру поддержал президент Рауль Хаджимба. И сегодня же в Русском театре драмы состоялся вечер памяти Фазиля Искандера. На вечере выступили люди искусства, почитатели таланта писателя и те, кто знал его лично. Они поделились своими воспоминаниями о классике, отмечали значимость его творчества. Находясь в Москве, приехал к Фазилю Искандеру домой и показал ему сценарий. Он посидел, так посмотрел, я говорю, кинодраматургия, ты сыздырджу? Я не знаю, что такое кинодраматургия, говорю. По кино я ничего не знаю. Делай, что хочешь своими произведениями. Экспериментируй, как хочешь. Делай. И даже там, я говорю, только я обещаю, что то, что я буду придумывать сцены, я сделаю именно только в твоем духе. Министр культуры Эльвира Арсалия сообщила о принятом решении присвоить имя Фазиля Искандера Русскому театру драмы. Эта идея впервые была озвучена, как вы знаете, несколько недель тому назад на презентации фонда Искандера.
И все эти дни мы, чтобы это не было случайной частностью, конечно, мы обсуждали, мы говорили об этом на коллегии Министерства культуры, мы говорили с членами семьи, с коллегами писателя и пришли к выводу, что на самом деле это один из пунктов увековечения памяти писателя вполне достойный. И уверена, что у самого театра будет еще один импульс для развития. Директор Русского театра драмы Ираклий Хиндба назвал творчество Искандера мостом, который соединяет две культуры – абхазскую и русскую. Поэтому он считает, что принятое решение весьма символично и своевременно и накладывает на театр большую ответственность. Ираклий Хиндба обещал, что совсем скоро на сцене Русского театра драмы оживут герои произведений Искандера. Популяризировать наследие Фазиля Абдуловича, чтобы больше молодежи хотела, увидев спектакли, обратиться к книге, прочитать замечательные тексты Фазиля Абдуловича. Поэтому для нас большой праздник сегодня, и я поздравляю всех, не только наш театр, наш коллектив, но всех наших граждан нашей страны с этим событием. На вечере присутствовал президент Рауль Хаджимба. Фазиль Искандер будет с нами, пока мы читаем его, сказал президент. Благодаря героям Фазиля Искандера Абхазия стала другой, отметил в своей речи Рауль Хаджимба. Трудно не говорить о Фазиле, как о человеке, который сделал Абхазию совершенно другой. Сделал ее с помощью своих тех героев, которые олицетворяют нас с вами. Они продолжают, эти герои, жить здесь, рядом с нами. И хорошие, и плохие. Но хотелось бы, чтобы в нашей жизни было бы больше положительного, больше примеров с этих героев. И я надеюсь на то, что память об этом человеке будет жить во все времена в абхазском обществе. Фазиль не умер. Фазиль с нами. В каждой его строчке, в каждой его книге. На вечере памяти Фазиля Искандера был показан отрывок из фильма, снятого по мотивам его произведений. Меньше недели остается до дня голосования в Народное собрание. Центральная избирательная комиссия проводит семинары для членов окружных избирательных комиссий. На одном из них побывали наши корреспонденты. Репортаж Сарисмар. Избирательные участки 12 марта будут открыты для всех избирателей в 8 часов утра. При этом работа самого участка начинается в 7 утра. До начала голосования одному из наблюдателей от каждого кандидата необходимо поставить свои подписи на бюллетенях. Если за этот час наблюдатели не успевают подписать все бюллетени, работа будет вестись параллельно. Тот, который ведет процесс визирования бюллетеней, он одновременно не может и наблюдать за процессом голосования, за выдачей избирательных бюллетеней, как это нанесение специальным составом. На этот период времени заходит другой наблюдатель, который наблюдает, как только завершили процесс визирования бюллетеней, один из наблюдателей покидает участок. На парламентских выборах нет открепительных талонов. Каждый избиратель имеет право проголосовать только по месту прописки. Избиратели, которые по причине болезни не могут прийти в участок, должны заранее об этом поставить в известность участковую комиссию. Прием заявлений от них прекращается за день до выборов. Вы знаете, основной наплыв избирателей в первой половине дня до обеда, потом в обед спад активности, и потом уже ближе к вечеру приходят опять избиратели, которые всегда думают проголосовать в последний момент. И поэтому переносная урна лучше, чтобы выехала в обед. Вы видите, какое количество у вас избирателей будет голосовать вне участка, чтобы ко всем могли явиться. При этом переносная урна не должна покидать пределы участка. Переносная урна не покидает пределы участка. То есть, если он прописан у вас на участке, он приболел, например, он избиратель турбазы, приболел, находится у родственников на новом районе, к нему урна не направится. Граждане, у которых абхазский паспорт просрочен, также имеют право голосовать. Срок этих паспортов был продлен до 5 апреля. Также ЦИКом были введены некоторые изменения. С учетом того, что первый, второй тур, может быть, паспорта продлили и упростила работу участковым комиссиям. Теперь штамп в паспорте ставить не надо. Но при этом для того, чтобы были законодательные барьеры, возможно, не допустить фальсификацию, законодатель оставил процедуру нанесения специального состава
маркером. Изменения были введены и в оформление самих бюллетеней. Теперь в них вы не найдете биографии кандидатов. Текст, минимизирован текст, не будет никаких биографических данных в самом бюллетене. Потому что и так мы его наносили мелким шрифтом, никто его не читал, но избирательный бюллетень был перегружен. Избиратель имеет право поменять бюллетень до того момента, пока он не закинут в урну. Избирательные участки по всей стране закрываются в 8 часов вечера. Избирательная комиссия вместе с одним из наблюдателей от каждого кандидата начинает подсчет голосов. Вначале подсчитываются бюллетени из переносной урны. Перед тем, когда вы погасили все избирательные бюллетени, вскрывается сначала переносная урна. То есть та малая урна, которая по больным ездила. Все количество их подсчитывается, должно совпадать с количеством в реестре указано, сколько у вас было больных, сколько вы выдали бюллетеней. После этого они отсортированы, скрывается основная большая урна и идет подсчет бюллетеней. Сначала они сортируются, при этом наблюдатели могут располагаться за спинами членов участковой комиссии, но не сидеть за рабочими столами. Председатель Центра избиркома Тамас Гоги отметил, что ЦИК работает каждый день. Представители участковой комиссии имеют право обратиться в ЦИК по любому возникшему вопросу. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир Абхазского телевидения предоставляется кандидатам от Новоафонского избирательного округа номер 20 и Дурипшского округа номер 15. Завтра, 7 марта, время Сухумского избирательного округа номер 7 и Ткварчальского 1-го избирательного округа номер 33. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами на напорном водоводе 7 марта с 12 ночи до 6 вечера будет прекращена подача питьевой воды на Старом поселке, на Новом районе, в Нагорной части города, в районах Вема. Ну и в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью плюс 7-8, днем 15-20 тепла. Температура морской воды плюс 7. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.